Ну чё, посмотрите на этот футаж. Это Талап Тотаев, человек, который первый зачитал казахоязычный рэп со сцены. Это 92-й год. Посмотрите на эти движения, да. Посмотрите на эти реакции, да. Они такие, что происходит? Кто-то вроде хлопает. К сожалению, Талапа Тотаева особенно никто не понимает в то время, но обязательно запомните это имя, потому что к нему мы вернемся. Насколько вы поняли, сегодня мы будем говорить о хип-хопе, а именно о казахоязычном хип-хопе. Он проходил свои хайповые моменты, свои гэнгста-моменты, он эволюционировал, развивался, к чему он сегодня пришел. Обо всем этом мы поговорим. Казахша хип-хоп – часть модерновой истории Казахстана, поэтому с вами сегодня я, DashXX, с вами Степь, и сегодня мы будем говорить о казахша хип-хопе. Let's go, baby! A small disclaimer, қазақша түсінетін көрермендер менің ойымша қазақша хип-хоп туралы көбірек біледі. Сол үшін мен осы видео эссені орысша айтып жіберейін деп шештім. Let's go, baby. Окей, let's take it all the way back. 1995 год. Те, кто знают, что это за год, они знают, что такое кассетники, они знают, что такое CD, они знают, что такое floppy диск. Я тогда только планету начал ощущать своим телом. И тогда дропаются Tupac, Me Against the World, Big L, Lifestyles of the Poor, Mobb Deep, Infamous. Легендарные, в общем, релизы выходят. В то время рэп был чуть-чуть о другом, чем он сейчас является. Дядя Big Som сейчас все расскажет. Знаете, да, хип-хоп музыка сама по себе, мне кажется, очень сильно, пытаюсь найти слово, но отражает действительность и времени. То есть, если хип-хоп изначально там, в 80-х это была такая клубная музыка, больше построенная на брейк-дансе, на каких-то танцах, больше такая пати-история, веселая, очень добрая. В начале 90-х она резко меняется в сторону гангста-рэпа, то есть рэпа криминального, полукриминальным, там, протестным движением, да. И как раз-таки моя молодость пришлась на это время, то есть все это просто сносило, так сказать, голову. Многие очень популярные археологи мира задавались одним единственным вопросом. Когда же зародился казахстанский хип-хоп все-таки? Мой один друг, который умеет читать наскальные рисунки, он мне сказал, что он родился во дворах, на улицах. И это было именно гэнгстерская такая движуха. И первыми в этом деле были легендарные ДМХ из запада Казахстана. Алло, здравствуйте, а группа ДМХ можно? ДМХ себя позиционировали как криминальная группа, то есть долина маленьких хулиганов. Сейчас звучит немножко странно. Я думал, что они взяли это от DMX. Тогда не было ни лейблов, ничего. Они сами захаслили. В 2002 году они дропают легендарный. Казахша стиль, бысарабс, бысатамс. А что еще было? Еще было вот это. Жанменде бірге боламыз, картопты талай енді жарамыз. Также нельзя забывать про рэп-зон, которых можно назвать прародителями казахстанского русскоязычного хип-хопа. 3, 2, раз, закрыть глаза, воспарить туда, где полная идиллия. Вон вдали горизонт, за горизонтом небосвод, на небосводе облака, за облаками синева. Но самым первым, кто вышел на международный уровень из Казахстана, это был 7292 Ахтау дома дядя Big Som, what a legend. 7292 Ахтау дома, это 7292, это когда у тачки номера. Многие позже об этом говорили, там я слышал и Джак Алик, и Скриптонит, и там
ребята из The Good и Jazz, и вот продюсеры, которые очень многие павлодарские. То, что мы вдохновлялись первоисточником и пытались сделать, ну, по крайней мере, на уровне американского рэпа, то есть, ну, пытались приблизиться к нему. Движение было настолько крутое, что они подписали контракты рэперские с лейблами, как это подобает индустрии. Для меня лично поворотным, я считаю, это выступление команды нашей группы Som Clan на Adidas Streetball Challenge в Москве и получение там статуса «Лучшая новая группа». И буквально через полгода мы едем по приглашению на фестиваль «Кофемолка» в Чебоксары и выигрываем этот фестиваль. И сразу же получаем контракт от Respect Production, это лейбл Касты. И получить от них в то время контракт, ну, это считалось чем-то заоблачным, тем более для группы из города Октау. Это на связи, на хазе, терроры на базе, на бензе, на газе, на нуле, на фазе, на травке, на мясе, на креме, на мазе, на слове, на фразе, на унитазе, на трассе. Вот так мы живем и думать здесь ни о чем. Вот так мы живем. Fast forward нулевые, начало 2000-х годов. Сейчас такие немножко иностранные технические слова будут, такие как Bluetooth, Pickport. Ну, в общем, мы как могли передавали друг другу песни, но потом появился интернет. Қолжетімді болып кетті да бәрі. Интернет қолжетімді болды. Біріншіден ел таныса бастады рэппен, жалпы хип-хоппен, қазақша рэппен. Және де жазылу оңай болып кетті жаңағы. Микрофон, видеокарта деген нәрселер кез келген жерден сатып ала алатын болды да адамдар. И сол үшін уже жаңағы сол кездерде, сол замандарда не болатын, интернет мем болатын. Сейчас читает каждый, у кого есть рот деген. 96 продакшн. DJ Нурик, MC Ернар және Ерсұлтан. Осы бардың бәрі рэп айта береді деген. Сол себепті көп бітті действительно сол заманда. Я лично помню, что это был огромный шок, потому что мы увидели, что такое рэп на Западе, в Америке, что такое вот гангстерская эстетика, 50 центы, дюраги, золотые цепи, большие штаны, лоурайдеры, красивые девчонки, деньги. Мы, как пацаны, полюбили это очень сильно. Еще такой важный аспект, что культурно стрит-рэп, сайферы, батл-рэп казахской культуре очень близкая вещь, потому что у нас есть Жра, у нас есть Айтас, где люди лайвом играют на домбре и одновременно придумывают строки. Это не о политике, а о подстегивании друг друга. То есть мы со своим культурным кодом зашли на эту рэп-сцену и абсолютно адаптировали. Мы его сделали по-своему. Мықты әртістер көп, хип-хоп болсын, R&B болсын, себебі біздің қанымызда бар ғой жырау, мысалы шешендік. Сондықтан мен ойлаймын, шарықтау шегіне міндетті түрде жетеді. Мүмкін оған кішкене уақыт керек. Және оны жазалмаса да түсінетін тыңдарман міндетті түрде болады және барда. Запад Казахстана. Я когда-то работал на вахте в Атырау, общаясь с пацанами. Мы, конечно, заобщались о музыке, и в музыке там был только один человек, одно имя на тот момент. Это Жакау Смерч. Западный казахстанский рэп, он агрессивен. Я его таким воспринимаю. И Жакау именно яркий представитель этого. У него сторителлинг, у него панчи в сторону своих врагов, у него критика правительства, социальная критика, которая очень интересно бэкфайрит в его сторону тоже. И он хапнул очень много хейта. Не поэзияға жатпайды, не ақындық ішінде нәр жоқ. Қазақша айтқан кезде сүйегі татымайтын, жілігі татымайды дейді ғой. Не әндерінде не мағына жоқ, не сөзге бір сөз 4-5 қайтады. Бұл енді жаңылтпаш емес, попугай емесіңдер ғой енді. С одной стороны, с другой стороны его обожали улицы, потому что это голос улиц. И сегодня Жакау
Он выбрал интересный путь. Он депутат Мажилиса. Но какую бы ты карьеру ни выбрал, если ты музыкант, ты знаешь, что музыка тебя все равно настигнет. И его батловое прошлое все равно вырвалось в конце концов. И он реально пишет биф на всю новую школу того момента. То есть это ИК, это Шиза, это Нурик Смит и остальные. О май гад, да мы переносимся в самый красивый, самый движниковый, самый модный город. Город, который все хотят. Сразу видно, с какого я города. Невероятный город Алмата. Let's go! Будь ты артистом, рэпером, музыкантом, певцом, продюсером, лейблом, ты все в Алмате. Потому что здесь все. Здесь фестивали, клубы, деньги, селебы. Ничего не надо тебе даже искать. Тебя все само найдет. Со мной ЛС, Дори Пас и Расти Рыжий. Вместе мы Гетто Догс, как Суприм в Париже. Да я такой, какой я есть. Завтра я там, сегодня здесь. Сотни дорог, но не забудь. Каждый сам выбирает свой путь. Гетто Догс. О май гад, это одна из групп, которых я в детстве на абсолютном репите слушал. И меня очень радует, что сегодня группа Гетто Догс это все еще наши OG, это наши легенды, и они все еще хитуют. Были группы такие еще, как Метис, Маранаф, Гильдия. В Алмате на самом деле было больше русскоязычного рэпа, но существовали легендарные казахоязычные группы. Сәлем, мұнда қазақ рэптің болашағы. Рэп қана соншама кең, тіпті қазақ рэп болашағын. Рэп-хана группа называлась. Если она вам ни о чем сейчас не говорит, просто посмотрите на их участников, смотрите внимательно. Асике, Бихажа, Солберкез, Смайл Слим. Салам алейкум, это Смайл Слим. Группа как будто бы лоу-ки больше остались, не шумели. Знаете, кто шумел? Аш Казак Про. Yeah, motherfucker. Опа, был жаңа нұсқа. Я не знаю, с кем Аш Казак Про не было тогда в бифе. Может быть, этому еще способствовало, что у них очень много участников. Там был Смити, Дамон, Максимум, Труман, Сармат, G-Force и сам главный основатель Аш Казак Про Шунгас. Они записывали альбомы, коллабили с другими артистами, лонгмиксы, видео, все, в общем, full package. Онлайн-рэп-баттлы — это то, что им подарило славу. Онлайн-рэп-баттлы вообще подарили славу 80% артистов, которых мы сегодня слушаем в казахскоязычном поле. Давайте я вам перечислю имена, и вы все поймете сами. Райм, Жета, Карагесек, Солберкез, Еско, Смити, Домалак и многие другие. Батл рэп, он породил еще какие-то невероятные бифы, чтобы вы поняли, быстрый экскурс. Аш Казак 10 Жакау, Жакау 10 Аш Казак, потом Балер Шокана 10 основатель Аш Казак Про, потом сам Хиросима залетает и бифится с Аш Казаками. В общем, зрителям казахского хип-хопа в те времена было всегда что посмотреть. Бір-бірімен диссоваться етіп, затем сондай қыздар болады. Альбомдап диссоваться ететін бір Тайфун деген бала болатын. Сол, короче, Ашқасқыр, короче, Ашқазақпен, короче, бір альбомдап диссоваться етеді ғой. Бірақ қызық жылдар болды, бля. Әрбір, қазір тыңдасаң сол MP3 өлеңдер ғой, ВКонтактеде по-любому жатқан шығар. Тыңдасаң, маған жақта неше түрлі панчтар айта алмаймын, вообще, анау. Қазіргі адамдарды отырғызып жатыр ғой, всякие сөздер шынайы аяқта соның бір 20 есесі бар ғой. С другой же стороны, была группа, которая не бифит с ребятами. Это группа Джихад. Алладах Гереше. Легендарный трек 2010 года, где он перечисляет все районы Алматы, и все помнят эти хуки, эти панчи. Они мне очень нравились тем, что они не боятся экспериментировать, очень крутые фишки западные они всякие использовали на тот момент.
тері етегіне шыршалар биіктей көктеді қалмау қажет пе ескермей төменгі аумақ шеттері қара ала көшелер аудандар мектебі. И, в отличие от предыдущих героев, вообще ни с кем не бифили, фитовали со всеми. Особенно много фитовали с ребятами. Жестокие нравы и нищие кварталы в Южном Казахстане очень любят вспоминать маму. Это X-Town, Welcome to the South Чангельдина. Это Шимсайд, когда мы прям... Шимсайд. Очень важный город в истории казахстанского хип-хопа. Аль-Наср из Джихад очень много фитовал с легендарными Black Coast, Кича, Forward. Ол жақта Шымкентте андай бауырмашылық мықты ғой. Мысалы, егерде бір салада жүрсе, бір-бірін тартады, көмектеседі, бір-біріне аға, әне болып сөйтіп сыйласып, әйтеуір жасап жүреді. Жоқтан барып. По идее, Шымкентте хип-хоп дамып кету ондай не да, оңай тірлік емес. Өйткені ол жақта менталитет басқа, түсіне бермейді. Дей тұра олар жарып, мысалы, енді қазір Шиза бар. Сақтамай мүкпек тексті тектен тек өткен өтіп кеткен өзіңнің уақытыңды көп күткен. Байлер бар. Салам с диких окраин, братан, я дико напарен. Сколько прикладов на блоке, сколько прицелов на... СНГ-ға дейін жетіп отыр дауыстарым. В группе Джихад еще состоял очень значимый, я бы сказал, герой для казахстанской молодежи, очень сильно повлиявший на многих, нынешний покойный Хазар. Ол негізі Мағжанның фанаты болатын, Мағжан Жұмабаевтың фанаты. Сол үшін жастар жайында көп айтатын да. Мағжанның сөзі ғой, мен жастарға сенемін. Сол сияқты негізі Жандос сол бұрынғы ата-бабаларымыздың, мықты жазушылардың жолын ұстанды деп ойлаймын. Кроме Black Coast существовали и другая еще тусовка. Серый Камри 40 на часах 12:40. Прокси или Прокс. Башую, приоткрыв окно, на самом заднем белого рейндж-рока. Я зарабатываю, Джаманти. говоря в микро. Кипаса амиго, менің есімім Брига. Қазақбайский стиль, южный акцент, кішкене латин. Биджига. Пусть они знают, мой бруталит Шымкент, где не ломаются. Тракс. Кстати, знаете, с кем они еще фитовали в то время? У нас здесь фабрика ублюдков, самоубийц. Мы наблюдаем моральных дистрофиков. Oh shit, let's go. Ашхазак Про закрывается, другие лейблы тоже закрываются. В общем, в добрый путь уходит потихонечку старая школа, приходят новые лица. Эра соцсетей вы сами все хорошо знаете, мы все их застали. Скрип сделал свой big move именно в эту эру. 91 становится невероятно популярными, и Слайм Слим, о котором мы говорили ранее, становится теперь Заком. Соцсети реально развязали руки новым талантливым артистам, и раньше, если были андеграундные рэперы, допустим, Асхо, Принц или Хиро, то с появлением социальных сетей они набрали очень серьезные обороты. Ребята были настолько альтернативные, вызывающие и идущие вразрез со всем консервативным в Казахстане, что их преследовали в городах, им угрожали. И несмотря на это, они все равно шли дальше, шли вперед и внесли огромный вклад. Теперь отношение к хип-хопу, оно более серьезное. Это уже массивное движение. Потом в какой-то момент Эркебулан Байгужин и Айзатулла решают создать движение Узен. Я даже могу сказать, что существует время до Озена и после Озена, потому что ребята сделали огромный вклад в казахстанскую музыку и популяризацию казахской этники и нашего народного.
яғни дистрибьюция, өзен арқылы жаңағыдай өзіңнің әндеріңді, шығармашылығыңды өткізуіңе болатын еді. Иә, әрине орасан зор әсер етті деп айта аламын. Біз индустрияға кіріп жатқан кезде өзен толыққанды лейбл ретінде өзінің орнын тапқан болатын, және көптеген мен ғана емес, басқа да әртістердің шығармашылығының адамдарға жетуіне және сапалы түрде өте әдемі картинкамен жетуіне орасан зор ықпал еткен лейблдардың бірі деп ойлаймын. Артисты уже перестали существовать в рамках своего города и вышли за его пределы, на пределы всего Казахстана. Чаще даже и за пределы его. Вообще, если говорить о хип-хопе новой волны в Казахстане, то, для этого нужен отдельный длинный выпуск. Если вы хотите такой выпуск, просто напишите в комментариях. Давай еще один выпуск. Сейчас казахша хип-хоп, мне кажется, находится на своем пике, но он еще не дошел до своего самого пика, потому что оно все еще движется вперед. Некоторые становятся легендами здесь, некоторые делают это для узкого круга, некоторые делают это за рубежом. Кто-то ушел за кулисы, но вся эта индустрия, она движется вперед, она продолжается. Даже вспомнить Талапа Тутаева, который был в начале видео. Помните, все смеялись и так далее. В начале нулевых он создал одну очень хитовую песню. И сейчас многие прослезятся. Сейчас, кстати, он является руководителем творческого отдела Дома культур имени Манапа Гукенова. Талап, как никто другой, отражает всю суть казахша хип-хопа. Он никогда не сдается. Несмотря на насмешку, хейт, может быть, недопонимания какие-то, он растет, он движется. Он продолжает меняться, развивается и продолжает влиять на поколение. И для тех, кто на самом деле хочет прям углубиться, мы создали плейлист. Там есть все. Ссылка будет в описании. Ну что, друзья, с вами был я, DashXX. Вот так вот обнял вас. С вами была Степь. Бонусом покажу вам трек. Знаете, с кем? С Заком из Нантиона, о котором мы говорили. Знаете еще, с кем будет трек? С Хиросимой будет. Business money talks.